Телефонный разговор – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И это видео для тех, кто хочет вести разговоры по телефону на казахском красиво и грамотно. И с помощью сегодняшних фраз вы можете узнать, как корректно поприветствовать вашего собеседника, кто звонит, высказать вашу просьбу и, наконец, поблагодарить вашего собеседника. Если вам интересно, то поехали! Итак, представим, что вы позвонили кому-то или какой-либо компании и начинаете диалог. Что вы делаете? Вы начинаете здороваться. Кайрлы таң, если это утро, кайрлы күн, если это день, кайрлы кеш, если это вечер. Но ни в коем случае не кайрлы түн. Кайрлы түн используется для прощания, то есть сладких снов, доброй тебе ночи, то есть бай-бай. А можно просто сказать сәлеметсізбе или саламатсызба. Здесь нет никакой разницы. Сәлеметсізбе мягкий вариант, саламатсызба твердый вариант. И теперь уточняете, позвонили ли вы по адресу. Используйте шаблон бұл, здесь многоеточие и в конце вопросительные частицы ма, ме, ба, бе и па, пе. Например, бұл Динара – это Динара, бұл Сәулеме – это Сауле, бұл Сұңқар емханасы ма – это клиника Сұңқар, бұл бьюти-салоны ма – это салон бьюти. Вам сказали, да, что вы по адресу, теперь вы начинаете представляться. Используйте фразу «менің атым» и ваше имя. Или же «менің есімім» и ваше имя. «Менің атым Динара», «менің атым Юлия», «менің атым Валерий» и так далее. Как только вы представились, ваш собеседник вас слушает. Он хочет узнать, вы физическое лицо или представитель какой-либо компании. Здесь вы, если звоните из какой-либо компании, то используйте вот этот шаблон. Мен сізге, здесь многоеточие, плюс окончание исходного падежа. Дан, ден, тан, тен, нан, нен. И в конце говорите глагол хабарласып тұрмын. Хабарласып тұрмын означает звоню. Я вам, мен сізге, окончание дан, ден, тан, тен, хабарласып тұрмын. Я звоню вам из какой-либо компании, либо от кого-то. Например, мен сізге Сұңқар емханасынан хабарласып тұрмын. Сұңқар емханасы, я добавил окончание нан. Я звоню вам из клиники Сұңқар. Мен сізге бьюти-салонынан хабарласып тұрмын. Я звоню вам из салона бьюти. Мен сізге Динарадан хабарласып тұрмын. Я звоню вам от Динары. Идем дальше. Так, вы поздоровались, уточнили, сказали, кто вы, сказали, откуда вы звоните. И здесь очень важный момент. Вы должны спросить, удобно ли говорить вашему собеседнику. Сізге қазір сөйлесу ыңғайлы ма? Сізге қазір сөйлесу ыңғайлы ма? Вам удобно сейчас говорить? Сізге қазір, вам сейчас сөйлесу, говорить, разговаривать. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы – это удобно. Ма – это вопрос. Удобно ли вам сейчас говорить? Или же второй вариант. Вы можете сейчас говорить. Сіз қазір сөйлесе аласыз ба? Сіз қазір сөйлесе аласыз ба? И если вам сказали, что удобно говорить именно сейчас, то вы начинаете объяснять вашу ситуацию, говорить причину вашего звонка. Здесь используется конструкция «я хотел бы с вами поговорить о чем-либо». Мен сізбен, здесь многоеточие, туралы сөйлесейін деп едім. Что мы здесь используем? Мен сізбен здесь я с вами, да, сізбен с вами. Туралы это о, можно сказать жайлы это тоже о или же насчет. И в конце сөйлесейін деп едім. Хотел бы поговорить. Здесь мы используем конструкцию глагол плюс суффиксы айын, еин, иин и плюс деп едім, что означает хотел бы что-либо сделать. Сөйлесейін деп едім. Также можно сказать жөнінде. То есть туралы, жайлы, жөнінде можно их менять в речи. И значение этих союзов о, насчет,
и так далее. А если вы хотите сказать «я хотел спросить у вас о чем-либо», то «мен сизден». Имейте в виду, здесь уже не «сизбен». «Сизбен» означает «с вами», а здесь уже «у вас». Точнее, «от вас хотел спросить». По-русски «у вас», по-казахски «от вас». «Мен сизден сурайын деп едім». Здесь глагол «сұрау». Мы превращаем его в «сұрайын». «Сұрайын деп едім». Хотел бы узнать также у вас. «Сизден білейін деп едім». Глагол «білу» — это знать, узнавать. «Білейін деп едім». Итак, запоминаем. «Мен сізбен» — я с вами, многоточие. «Туралы» — жайлы, жөнінде, о или насчет. «Сөйлесейін деп едім» — хотел поговорить. Или же «мен сізден» — у вас, многоточие. «Туралы», жайлы, жөнінде. «Сұрайын деп едім» — хотел спросить. «Білейін деп едім» — хотел узнать. «Мен сізден жұмыс туралы сұрайын деп едім». Я хотела спросить у вас насчет работы. «Мен сізбен жұмыс туралы сөйлесейін деп едім». Я хотела поговорить с вами насчет работы. Вы объяснили причину вашего звонка, вы получили ответ. Теперь наш разговор приближается к концу. Если вы договорились о чем-либо, то говорите вашему собеседнику следующее. «Мен сізден», многоточие, «күтемін». Это означает «я жду от вас что-то». Например, «Мен сізден құжаттарды күтемін». Я жду от вас документов. «Мен сізден түйіндемені күтемін». Я жду от вас резюме. «Мен сізден келісім-шартты күтемін». Я жду от вас договор. Здесь имейте в виду, к существительному добавляете окончание винительного падежа «на», «не», «д», «д» и «т», «т». Келісім-шартты, құжаттарды, түйіндемені. И теперь вы хотите поблагодарить вашего собеседника. И чтобы поблагодарить вашего собеседника, вам можно использовать следующие фразы. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Спасибо, что уделили время. Уақыт бөлу – уделять время. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жауап бергеніңізге рахмет. Спасибо, что ответили. Жауап беру – это отвечать. Қоңырау шалғаныңызға рахмет. Спасибо за звонок. Қоңырау шалу – это звонить. И, наконец, вы прощаетесь с вашим собеседником. Можете еще раз сказать «көп рахмет, сау болыңыз» или «көп рахмет, аман болыңыз». Аман болыңыз – это всего доброго, сау болыңыз – это до свидания. Если вы будете каждый день практиковать эти фразы, то во время телефонного разговора они будут вспоминаться мгновенно. Отличная идея попрактиковаться с кем-то из коллег или друзей. Пусть хотя бы часть вашего телефонного разговора будет на казахском языке. А если у вас нет единомышленников, то приходите к нам на курсы, мы с радостью вам поможем. Барлықтарыңызға көп рахмет, кездескенше.